طبعا افر خير. ده والله. إبراهيم دايا ترى إبراهيم. رستامك. دايا تاتشونج. ستاري ساملا. ستاري ساملا ما. ناتك بس. قدر بسكي ناتك بس. Opa, soba deles. إلياس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Det sound that's way valgast toch. Die naam was het. So гена вот выход даешь, любой члена, кейчук соуса. Ага. Хорошо, давай тогда сеть выход дон, Ляс. Да, да. Все, хорош, все, пятом. Ну, мне сейчас добраться туда. Минут, может, без 15-20 коррекции, да, короче. Все, давай. Гейр гронти я. Ой, разборки аду. Ой, разборки делах ду. Иди гду. Надо старые кости меткши. Ибрahim, я постараюсь сделать осуды дуаница. As дацаюч. И там разборки выдвоешь, so выточнее, хаунца выд. Это прям. Гедво дот, это so. Сей каслов, да, все гизам. Außer du, Robo. دацаюч, شيخاتش أشديدو أسرجوك لردوشون مشان شاو. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. Лила Мацас, молот ваш динамик. Гимся мячу разбор. Ят, алайо. Если что, Не, нормально все, шеф, все нормально. Шефу нормально, дорога нормально. Ой, эти аусер духу. Господи, роза бак ад в эфире. Ай, да, залилой. Ахерю, ёх, приход. Так, собор дел. Так, надо это включить. Собор говорит, не. Ты как вес. Так, собор дел. Але, ну такого. Союзу румя чуть была да, Сони. Так, собор дел. Так. Так, инсокт и отключиться, цедя шалат луреритис. Трансляция. Ага, это отключить. Хэш высо. Ибрахим, хэш высо. Хэшу. Все нормально. Так. Равайгаю. Все. Нормально, все нормально. Касту لا بوش قصد دقوي. وبو حوصر دقوي. دقن ارس ايش تقيقز. ايختيش. دعما يلا حارسة. Так.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Başlamış havur şun razborki vone. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Etfamu ederiz. Başlams Orstig ederiz. Достойным братьям улица. Also kest. Достойные братья Хильч. Вайн дикамдер Хильч. Достойные братья О аткла бол شين خو شما داتر اولی شين خزن داتر İbrahim kaç vursa telegram çağ. خش شو تلگرام چو خش شو başlam. O delas unuma çoğu o hestiye şu hudu tiyeste. Şu hestat sun. Einsa? Все. Сон связи ответ. Телеграм. Отключиться. Денер, Инстаграм. Хала тенера сондер. Инстаграм. Хала тенера. Assalamu alaikum wa rahmatullah. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Huyuk sahattır dusa huyuk. Ахахтал жвак пурам, да. Достойным братьям уняны голи. Вист хулко. Достойные братья и не можешь быть яба. Алла мола, не можешь быть сумка. Хунт и достойные братья швей клар волк шейн хизда дацер шейн гина дацер шейн хуш дацер ю та видеош гейте еш ю хуоцуна бадица диш лиру диш достойные братья сунчула информация сега ю уж интернет братья бог да Sana elabu inas أتاكم تمو بكي خكيت يحكمي غيري وجهي او ديس خمي أخير دستوين برات بلوي هر عاجو هر كيدي إيش دويش بو شين مكش دلا شين يوش دلا برات كنتنا شين تيوش دلا برات سهلتنا هلا سخيل بو هلا سدوي دو إتوي هلا حدو دوبا او ديس خمي أخير صوبيتي دستوين برات بلوي هر عاجو هر كيدو إيش دو شين مكش دلا شين يوش دلا برات كنتنا شين تيوش دلا برات سهلتنا هلا سخيل دو هلا سدوي دو إتوي هلا حدو دوبا يا بوخ بوند إشتغل بوند إتوي признать той не то что хуйнук хо интернет чуа дела и буду да ну и абоне кебеш и на хаслиш бу знаю лютага Allah da homa dat en inach bit inach bu sul inach bu inach hats nach bu она цан просто правда ну все это тоже да даже все это тоже и так situation и так достойно белуй и боды гаешь и боды делаются
Peter. Peter. Drop wires وشا. Drop أجل وشا. ريتاني لا رمبو سماسيرس لا رمبو. Sono duha визаун ха. Войши первый день войши ват. Достойные братья, когда мы говорим, я человек, у которого за 100 тысяч, 150 тысяч активных подписчиков, миллионы просмотров, должна быть политкорректность. Я должен так говорить, и это ты понимать должен, что есть какие-то правила. Есть люди, которые бегут, жалуются, есть люди, которые бегут, стукачат, пишут заявления, сан заявление, язин, кез бухуш, муатош, прямой, первый лич, второй лич, муатпяч, лишь бой. Поэтому, да, поэтому мадардич, ой, тига, выжри, мелхибу, батнашка, эзернашка, тига, ой, выжри бу, псидахи, аш нохши бу, ой, выжри бу, псидахи, аш, ой, выжри бу. Касует цаны, день и ночь, связи больше, достойный больше, юхюрше, уарства, берзлаю, сейчас ночи дуйхуше, вайцакан дуйхуш. Так, ищешь дука бу, асвавала, и ташикова, уютсау, шул, ханинютсау, шул, хумшана, вауал, массан, со чубят булвел, часун, сокиет, массан, хазхиет, дуйхасун. Но это по отношению, на самом деле, вайк дика больше. Да хума дочь. Я чучу боч, реально боч был нахабу, шабеш бац, активный бац, интернет чуа бац. Так, ищ нахан за пределами аж инзри цумахкара, аж цигат ино шумаюша, цумахка аж боч за пределами аж был вежрибу. Так, да, тогда я с тобой полностью согласен. Царшей активной позиции, да гайт езер Дели душ, дели ванора, и связи бөлчан, цар активной позиции, хагойт, но сунца ляхцан и хилит, зе. Он так его считает, она у вас творг зелимхан бош, эви ривел. От мадить слабош, ляхча вана, варскваш передаст, чуй, хершуй, вожу йитер, so так он. Ас мадить, мабертюн, юю, маала, шей айдална, маала, хума, варсквашна, маала, أشيك بوش لحكي سونيش سنين خوي بو سونيش بوش بو الواو أنا سو حش دوت سك إيلر ما يلنا تير دو ديلي دو مدلنا تير عاب يحكين لتا افيري واخين تعبتني هوني أدين بشلام ورتيجا هوني أدين بشلام واتر بتني بشلام شي إستوري بلوجي أشور حشو وأنا جيروي ولا واخينا قبل دينا بوس لقيتوا لتا بعرفش عارجين واخينا سيتواتي ارتيجا سونديرا باق عجنير تا سونو تيومنا ميتي 10 ورقه انتريو وشن سبيح باتريو ابراهيم حالخ ابراهيم دي خشتين ابراهيم نو ادمين يوتيوب سوات يوتيوب قناه سايات ابراهيم شينو شان اسويت وازي ولا بشلام هرسا قناه ير سونها افير شايش خليت لار اس قناه يير صصحه وات دايما كاوات شين يلا شوتي از دبرو دلا مجدون على إبراهيم كنال مدر ديش إبراهيم كنال بوقون ألش توشين لا دايق قري شين سلعة سياق قري شوش دينا صوتيجي يسوازي تسوال صوصي نبياش خان يلا زدي الله مسخن خلص باشتيش نبياش عينا عايتين تقي برخ تليفونيو حتى يوخ حقيات عايديلي بوي مردو عتسامو ويري زيتين تيوق يركوسو بشوكو اسنير دايق حار آي دايق حار آي وي أس كوي سنياس إنستغرام دير دايق قنالاس دايق تني إيتيو أس إهون دويتشلو أس ديردو دويتش تاليش دينا سنتان تستغنا هلا بقوانت احقيقلو شا إستوري كنالي وي إستوري تاني تار حق أميال تسيي والله وتارد بالا ما باتشون خامخا وي خزني سن باينش دلا إستوري تستنش مسو همان تاني ديت сумду почти что 200 дьяцам, почти что 500 файлов с документами имам Шамиля Уайлен. 500 файлов. Чтобы было понятно, это 500 постов. Заранее азьяин уаяхкина. Видите? Суд яха, нохчи агор агуа, нохчи хазмесана ях юх дюналдош. Муртазек шалят, масарахлят. Вей تمش ثاني مصومة ثاني غرق شق دول زدت تسوين تاهم تسوي بوشة خزني سنة
دوقة دكومنت ثاني وايلند أو نردين ثاني يلا خيالك ونيا دي لقى نايبش أتكزات دينيري وش دينيري бош конечно точно фильма يزا يولشا это только один из примеров это материал шум маха арасо карч юч хиг юч масуман تعمل يشوسو إشادك دولشا ح أحقق سعر خارج ويوش كان عن سيالان إكريج وي полностью разобрать и полностью вой книги разобрать ваха баттахдицалхум дуксига. Это не потому, что это нахиг. Просто царь бах, о, я хинсуни хапизовый книги, анти авали яшусо. Сюли вари, я зинол, он яде, ногчи, он яде. И тюнкинч каряга, ас точно так же и галгаш, мабар разбирать вири рошу, и тюнкинч. Просто, да, просто это вейн разница, сюли, или гунки, или ингуш, или без разницы. Ногчик оман, там али по истории. По границам, по географии, по культуре. وين حكروا وين دل مديزة جواك لردو. That's hard يا حي قامنش حيغدي هالشيء. وين خيل مديزة دالم الله دالم باخرة نيسوند يا مباخرة جواك لردو. تنديرة سون تبول عيازن جير وبشلا من ميشاكر بوتيش وجريال بوشون وجري ديل دوش ديل قوار نورا بوك سوولشي باخكا ما باخكنا شون. يأمي صاني ريت أخذنا شون شيء دقع صوت دلغارش لي الله شون نوي دارم الله اتهم شخاء عيغ اللي دوخي أسراز وداخاتين سبوزيتي سيقومن بوزيتيو دارم الله داقا مخ كون خواي مخ كوغل خواي وي خامة وي عادتش غير خلقة يتسند أبو وي بوال خواي خيتشرز بالا بات سارب يلك سايتشان تربيتش عدتي لبوش خينانس بس ده سو يفيد شوان واخينا شوسو تاني وانت واحد ويستخلو يشوش تدا سودا هري وجهال تك ويستخلو يشوسو خباها رازنيت وينيات ويش دودي عدوز انت يغنزوين اخيتشنا يغن ويقيرش الله واتشنا خدان الله وهو هم اللي يلوش تات وديك تشنير قادو دار والله افكادو تنديرا شوسون قيدير دول ويديكنش وقيت مديزي وسيوتكي ونوخشي قام دوك ايد مدوي اخ ويكتاشي قفز واشمال نحو خا معاي اخ مدر دي شويني وقاحا هونا سونا خا ويبيتش بيتش بس ويبوي ويباما باي نرديش ماشن بوز ما بوزيش دواخ Чингис хан нохчи вуй, ара нохчи вуй бос, помешляешь. Тундер, исходя из этого, и норми... Тундера, далла. Далла, хауша, дислучена, политкорректно, хазке, вош волчун, вош вой, мастер вой, хиечан, мастер вой. هذا استقل بس عيولي انه تيحي قيشي اتسوم شخ وي بشي حاجه ماجه تال يوتك تيوتك يوش بورج خيات يوش نخيات ومتك بقبات وندر دان والله وينيس وند هذا ايش تندوس تندر صوت ايه دير دول اس سويجر السلام عليكم مساله انتلان ويفير خلا ابراهيمنا سونا سلك حياتين سيالان ويديست خلا واخر شنو يموت بيتشه دا انو تيحي انو ناكي منو ناكي بوشلهم واخر شنو
يازنا هون يعدني سولي شيلر أبر جزيل من وقت يحول سولي وبوش سؤال احتيازنا شو قاسنا تال سجل سوى يسال شو قاسنا خيتهم أس يا زيلمن يا بويس خارن يا شيخ منصورن أسنتان إعبوال بني أسنتان بوبليكات شني دار مطلع صدين ويساحة قيدعة أسنا سينيت خاش بارنا حق ويجياز له كنيجي يازيا قيدك ده قايك تعوات أس عندين مواتشة أس عندين تعوات سواعتين أس عندين نوق الوتسينا زيت دينا ويتسوينا يتعنا زي وليني تيازنا قيتو أس إهندوش تو قيتو واخرشين تيه كرسو شيوي هر دوي فرنسوش حوالوي إيطاليانش حوالوي بوخشة وي مواتة بيوتشة وينوق حي يحدي حلدخ واحتنوما أوشا يوشلير شومشو سيرة مش سيرة عيدل بالخو إيوالع نيتولو ستركتوري بالخو إيوالع سويت تريشن إيوالع قيوك إيوالع إشا شامل بشا غرش الأبديني تسادنا هو أقالع شي كانت أخوتك أوينش سخوتك إيوك وينيال رازنت إيوك وينيال رازنت يوقع يقري وشا Да, конечно. السندرة وقع سن عيدل دوش مهتك بامو باتو مش قيقتي مونيا هو يرزا تير برتخل وي تسخل إيو قوين يوقع يغرازنت تسخل كل كان برتخل قيدين كل وي مسانا تباخزن بادي بيج دالون واح مسان بول دات Sonra internet çağı ستنخوله الأسبوع ديشولا دوخ تسيش الانستيبوديا دوخ Ela шаусише что отто труис монстр что дала траматца бит шейн самот придумать бы шейн тримот придумать бы война хата бохш и вот на галгайца бохш шейн сакы название придумать ты тримот придумать ты трамот мобитиш эла каса трамот мобитиш Тхома хайердеш шаш бионок дич ногчи уолаш шен наwas личена ногчи уолаш шен наwas личена шаш вонок дич ногчи уолаш шен наwas личена шаш вонок дич ногчи уолаш шельга тажинна диком дерче ин гуш вала да и задал малир ди ала схилас хинц да бохшту малир ди Видите, шеш тъдмаш дала. Шеша дела, уж дела тиеш дала, кан има денах шо тиеш дала, кан машер майдан далите, но. Хо кам ду. Хо ничахил кам ала, хума мадате, ничаду кам. Искусственно quellan jol, anklавju. Искусственно quellan anklавju. Нохшен дахал quellan, искусственно quellan anklавju, и анклав до церкви название яц. قام ذات كهميات أقيخاس نخا أنتهاري حاول يلتغى سونش سبيسياتو إشتو فينانسيرو تياشو بيرو من الجوتيريو كده إيش وين خاص كم يشده هيتي تيجي ونعني نقول تديك أزمون وين وجي خاص خيتو تحاول إلى أفنسام مدير بيرو ماستايو يفينانسيرو تياشو يشادهم كده إنسان ديش دقبو أوان بوش تهوش من دقبو ديبوتاش بو بوش dat idol boos dat krijgen children daar وين دوح البوادش مش انجلش بوش بو حنا حبولت شيء زعما حنا حبولت يدرس دوج يتي دوج خيتا ويقول دوج الله واحد دوج إن أخبو بتاعنا إيش فينانسيرو داشي يتابع إيش يكرر داشي وجه داش Даже он будет, даже
Это полностью вы да элдо дешан да зацепиться дешан вы шайл культурела вы шайл на музыкальный инструмент ла вы шайл шенч узваш главное я шейна шу оза чепл хин возможно театр лишь бу а то элах мелоди за миноводи ашек мелоди да гваза so элах хауси шун этне кудер история лечо цагашт перед я гуте я штра история тра культуру трешадهم وتصحر ده هيك وين Ты будешь, сахар это бесполезно. так бала ходедези са истан дит са музыкальный инструмент дит это са на самот бит это са территории салата дит так в первую очередь сакам махаяди حين حيض لا هو هري حابي قديش حيابي سوما حيابي все Niinsto, että siekuja etsut ja niinsto etsun ja siekuja etsun. Ettei se distrilso so kvistakheli se haja shokju. Sveza khilso es vistakhel tro hadrof. ترى مدر دي وين خا دي زر بترو في الشلاع شاي قلع ويهم شلياتش يا شوي تري تلاتش يا شوي بيش تمش بولشة وي تري تور شينشو يازواش اتسار ات مسيت شراح تارة اتشراحتي حق باش دو ايش دو ايش شراح تار مال حق الحون صون خوش دو تار مال حق نون حوني ازلوما والبيوت طامبوش دوختيش دياتم دوين دحا صار مال حق نون حون قاعد دوتو يوقع على شبيل رامش انفورماتيو سنا وصلته يوقع صار مال حق نون حوني كان وصل للروشيات هيدا تيجا بيل رامش هيتين صار رانج او زيدنا هينس إيرات يود يرزينا ألا ويز أستغل لاتسا فاخوشن إشتا ماسترلم تيرسيو جيز خيلي بادا يدينش تان لاتس تان دور لاتس إتشوال دور لات 250 4 лет назад 5 лет назад هدوش دي ماسترل توتيها خي ماسترل تار لاتسا بوشة تار دين دول بعض هدون أجا شينا شرياني ملغديكس كياو سونجيز كراون إشينا ويل يجي ترحمه تيجا هو يعقدنا صنع application момент терсери иширеон вейк трог хартсеета и иреон иметк صنع هو يعقنا и ширеон шенчу ярзицар 18 году чу ярзи ширеон и тигач абелш مسو آوره وی بیاکی دیشه پسر درشی خلشه وی ورش خلشه لحش حدوخشه اتاره اشت وی دنیا جا وی غونکش لیش شش دیگ نش خلشه اشت دقیق واش لیش بوش مسو آوه یازواش میکروفون شغله مسو آور قیق واش لیش سانا آوره şey bek borçsun aşağı dinaga şaşdilos de gust Deutsch latsa itsaha matsa na Gente, скажи что? da xeştu Gitne kaleo Sakin kakao şu. Sakın mı çorsu? Hiç yaşlı adakları değil da. de la wen payda ya la dikion kim payda ya la Pwede na meri historia kinch gerizam. Son bode da ki. wen no herias
Foi Belan Назначен, Dikinchki. Да, ой, Belan Dikinchki уж там. назначен, я это вот и он, это. Son bu olacak hıllamaç. Sen izlekomun ömür etiyor. Çok avur vuruyor her zaten. Oynuyorsunuz. Да, викнах долой. Да, вроде бы уже каждый стегу. Да, 90 годаш кацолар бейсбольный бейти, хуми багажник чуюле. Москва пейти ря istara. А, Doğuş khayla. Eski yapar. Лихие 90-е, да где Да, я там царь. Эфир, Ибраим, эфир даю чела, да, чему кашня. Аусар дует, это стало Инстаграм, это свелирса часа. Эфир вечер, час вечер. Daire Instagram, daire связь, dairersa. Instagram daire daire no ne sam. Soberdel. Так. Soberdel, it's also. Ага. Да нет, вроде бы сам отключить координацию. Отключить координацию. Ну, да, цариза. Связи очень качаны, нормально всегда. Нормально. О, хармония и балбеш. تعال يسمش مو أصلا شو свободно дистка еще чена кюк хала бешен хиетек али еще шо душу как раз что кажели за хума ош ватсо шег ладушу Рустам Мастеш я сразу доволен морис скиф сармач гонш аланч кемереч без да напкат самая роша масса Антверпен у связи Шабеш связи абу Шабеш нормально абу Сялан جورجو كيستين سيالو تيرمنت يا وي تليجرام شو عايش والشينا يمرجش في الكلينيك عايلين شينا ده تو دوق انفورماسيون يوتسوت يا حسن كلينيك полностью чех يا خيز ميحسن وي دوق دولهم شتي ابو شيخ خاصر ويشان جورجو كيتغلات سكدري شن особенно شو مخله سلكش حسنه Казне Санчо Хул. Сялан сюда йол просто-напросто каждый второй грузинский лингвист, историк, человек сюда Вархон. Ибраим, ахай шуй? Ой? Так. Уяриза, по этим границами, по этому парламенту, яги саршаш и хилил парламентари, кюгл хочу, цунсане, цесане, дол и ящик Пандоры, хаильно шаш бувайчаром, умабаться барсерк. Они начали зря, они подняли эту тему, шаш ее аршкайтен, да, было. Еще Ибраим Хаусахауша именно с периода 90, 91, 2, 3 годашка. И взгляд Д и красный квадрат Т. Чеченский тематик затрагивать я
передача на гасанелате 20-30 минут. Бехольше ятуш. Скачивать яш вашему вы помалять свою историю ляцел кусок шире. Еще добавить езвущему на ханахает. Именно по чеченской теме и он дальше 90-х годах не спучешь. Акардук съезд ши, совещание ши, документальные вайгайол шериш. А вот видеозапись шери, по как раз с материалом видеозаписи приложить ич. Меладик хирдарцунах. Başla. Пойдя на хирдара. Tam خاطر درسك انت هاي مثلا اقرا هون دقائق اتارا وينه نرنيش بوي اتارا وينه ديتا تدوش هم دي سندات وي اوتان دي شما دات تا شو نگه دا گرجمك دا يار Kok nach hoogschat jana, universiteit hier, schrijver nach hoogschat jana, neer keer alleen, kotel in de boos, waar Duitse, ik job die staat zeggen. Alhoewel, hij no kinsk, 80 jaar stoeplenisch, gedik, hoort dat. Dat zeggen, hij no kinsk hier, dat wij kotel in de bar, gurje mag massa dunia. Job die staat zeggen. Ситуация мою хайл. Все, кто приехал с докладом туда, они в основном сдались как беженцы в Европе под именем чеченцы и живут в разных странах Европы. А то, что находится в Европе, ты сам знаешь каково. Раз, три, как минимум, трое, даже Красный Горшок сбежал, если я не ошибаюсь. Он сейчас где-то в Турции вроде бы говорят, если я не ошибаюсь. Вот. Это раз. Во-вторых, вторая часть, те, кто выступал, это были либеральные представители российской оппозиционной группы. Они тоже живут за пределами. Они туда приехали все из-за границы. С родины туда поехал только один человек. А этот человек слепой, и он ничего там не зачитывает. Один раз он сказал, что я вообще ни при чем, что не я делал эту конференцию. Потом он, когда ему, видать, кто-то из своих натискал, сказал, что я организовал эту конференцию. Но факт остается фактом. Все, что они делают, они же делают это в основном как? Они берут какие-то нелепицы там, допустим, ну, вообще, нехче Бога, это чужие с чужого живота люди, Бог, ну, как тебе объяснить это? Выдумать пеши. Да, ну, таким люди сразу-напросто даже пачкаться не хочет сказать, что зачем эти дебилы нужны, зачем вы их трогаете, Оля, хир цацбочан. А я придурок шеришен, войн, мюльштуха, мюльшбуха, войн, раду, вожаду, Оля, да, олцер, хитил. А если такие вещи говорят, тогда получается, что у нас люди, и плюс они не живут в пределах даже Российской Федерации. Ну, куда ikinci yazınışın bu kuzaş. İkinci yazınışın, ikinci hayazı 2000 году. 25-м языке, 25-м. Ну, вообще-то, Аджи Мурата, Аджи Смуняца, Ахтамшин, фамилию, Суница, Хезавац, Евич Хезавац, он впервые в 25-м году язынил, Кинчик. И есть еще в 18-м, но Цуюк Айга, главный Нигвелла, Кадзоев, Нурдин Варцун, главный ответственный. Его чук, Цуна Цапле, Кадзоева, Цауния, Денег, Юа, Яцун, племянниц, Яла, он теперь фамилия Ерца, но они не ответственны за него. И вот из Хенигу, из Велла. Hakar vardı da. Изавелла, Авицек, Бимбулату, Изавочу. Но они, видишь, в то время, когда эта ситуация произошла, из-за Динвар, Вожа Динвар, книги к нам не доходят сразу, а Коряча, и Коряня, Кринчик, что Тяхкарка, что Сюг, Масала.
Последний. Да, он цейлахта, и уничтожит, он цейл, приказдил, например, Ингушетия, Киншку, Харс Киншку, Харвей, Вежершина, Дуали, Азинду, Хотя, Цапбек, Даца. А вот на этот вопрос я тебе ответить, к сожалению, не могу, потому что эта ответственность непосредственно должна быть на главе региона этой республики. Рамзан Самир, Вей Главан, Ой, глава ответственно относится, я что массумана, цама чакаца долет, массуман дол, я хашу, а у них кто-то написал, авау, нараш язи, нашу нараш ди, нашу нарар душу нара. Меркель ацавата. Да кто их читает, шудо чунцин бала цахила, аж эти алцаля, что эти хаусавсняли, церц бала, бацар эрдухетео. И что тебя его ситуация? Ой, да. Ой, мехдадо, Мухаммад председатель правительства, массумети, аж контролировать, я ж цана говорил, модалар, цана карта, модалар, цана армахлар, бош. У них с этим вопросом, как ты понимаешь, все намного проще. Мадардич. Царь, хотя, по идее, Швейцария, эфире, само элерк, церна, книг, шеюш, церниш более образованные, хаушбухт, у них количество читающих людей намного больше, у них покупающих книги намного больше, они читают, они распространяют. Сейчас последний 18-й год я занял кинш корианш, яца главу, лафу, астафила, не сели, бяхман билаш, яца гварствову, чин цагалачу яллер. И он у себя на книге, представьте, подчеркнул все моменты. То есть, чаешь ногчишах касаться, типа подтверждать, он подчеркнул эти моменты для себя. Видать, если что, любочка на хардушун, вождушун, заготовка. Я не знаю, как она попала к Астроевцу. Это warstvo, čo это он пробежался, говорит, первую две страницы. Я сейчас نوقع خزنه سن سيدو شيازينيو وقتها دغدك بقدات سندير ты лучше разбираешься, хажан башлам аль-хайл. Начал я ее листать, каждый, да даже особо, выступление Таштамира Эльдерханова, который был там, грубо говоря, в 1900, да, после революционный период, а выступление у него где-то на пленуме ЦК Советский Союз за политагитацию улицу. И я на это выступление, совет Айдалова, он один больничный, больничный, сейчас бог, выступление, доклад, представь, где он выбирает этот доклад, именно Таштамира Эльдерханова. Шейнинил доклад с позитивной стороны Гойчуис, из Вайгов Кретли дуис. А все, что касается чеченцев, вплоть до болезней, типа Таштамиру Язина Гойшун был, там, когда на душу населения Ингушская автономная область получала 6 рублей, или 3 рубля, или 4 рубля, чеченцы получали 0,96, то есть 0 рублей 96 копеек на душу. Когда у нас было 4 койко-места, у них было 1-1,5, не хватает, бог. Короче, полностью вроде бы прикопаться да ищать, в каком плане, если это и сказал Таштамир Эльдерханов, что наш хову, что наш чучу язынах эрдош. А с другой стороны, он выбрал его именно негативным этикшери выступление. И сейчас с негативной стороны да языцу, а сейчас нейтральные до объединения, типа мы жили хорошо, что именно в основном чеченские активисты были не против объединения чеченской автономии и ингушской автономии. И ты сразу понимаешь. И другой простой человек может и не понять этого.
Почему? Потому что я уже с набитый глаз Хиллари, я эту ситуацию понимаю, как это написано. В укор кому? Царь обычно Абадиев начал говорить, шучар мабахи, дуч мадей, балтуны шьяц, он один, сенбати, шьяти бос. Там болтушка нашептала бос, в группе юкесер, и они рассказывают. Инт масала цобарк, согалцеваля, Абадиев барк, унядин ше волард я ше гергер нахбу, водилы варбар, соца арамелерцу, води некая эльцу, муду цери, шахарю цери. Ну, короче, неважно. Шен уняд цигвон ше гергер нахбу, ше ненхой, унядин цер хадитир, цигвон шена хадитир бахтак. Возникает вопрос, кто, допустим, из селения Валерик, когда Евлоев приехал к ним, Абадиев приехал к ним, сел и рассказывал ему, Идрису Абадиеву, приехавший с Назрани, рассказывал какие-то нелицеприятные, так скажем, оскорбительные рассказы про чеченские тайпы. Возникает вопрос, кто это мог сделать? Сделали это чеченцы? Или чеченцы в свое время рассказали это тем, кто проживает среди нас? Понимаешь, что там масит агу юкцун. Кети вас молба. То есть, или войнок чеша ополчиться дадиеш муцига аш бочан. Иш не слушай. Или идрис щегер дейцен и пич буйс. Но факт остается фактом, что он один иш дуй шувуш такара хадил дуй. А мишерха он ахун дейцна. حول بورش ولا قصد ديز وهرد ديز وقدق алаха, а сумат собак я шучар дейсакай. Это ваши сказали, я ничего не сказал, я ничего не сделал, это меня не касается. Оли, да, диез доце. И мадейс, азамат ван шхенату бо цезерон, азамат и цане виструш вот шхена, азамату хара цабара эль шхена. Шаца бари эцар элири вукар элири оли, да, диез дирце. И вот я азамат, в конце концов, азамат бяхкиви, на, типа ша элдацер, саше тейп нагляца элиокцусун, дегеца до. Тейп эче да хуоцана, клан юка. Са эл, понятно, это хавиан азамату, динершен, сейчас спровоцировать венер, спровоцировать цивине хари, кирдацер, эл, иш тадезирцер. Келар варха. Да, асбол гудон, вайдицам дюцер дуйс, вай ала ол, вайдица дюцер сане, са ваан, вахин, он дагдохрдук, ченфо, вайтиги, сана вастахагул бина, да, турист Шварцега, Лермонтов сказал на вершине Кавказа, я высек бы слово босса. Мало не луи. Амял да шукай. Шахун яден. Хардари воздари босса. То есть, и бог кудон анча. Войчара и шиста голфка ча. Вахуй два человека. Сочо историю ишу. Сон история. Оле ваху и дючу, массарца бахшуной. Я хорошо знаю. Оле, доцик дють. Ченцо дють. Да. Да, цунаха, умадар дийслаха. Голш макят нятара. Техт хуи. Шучар. Хара багар. Шучар, вожа багар. Оле, да диаздо. Ахинс эрк, хайдача. Войчар жопи хунца озбойша. Жопи озу волверча. Войчара нисвант иқойд. Мича элла, мац элла. حديثنا حال الأول. سار يشوف كويسين الفيديو يري يالخوا الشغلات. دوختو يستيش تريتي دلا بياتي دلا تسوخين عسنياتين واخين قوالزا تازم
Ладно, я не хочу ничего сейчас говорить. М. Уахе, на шимбу. Таши, болтать я шутики, ничего хук швотча. Амил, что цара? Хуни адена. Шиен хок тейп на ляца, хар тейп, дойшин, вош тейп, дойшин. Хадюш, деш, ты ногче тейп не что. Это М. рассказывают про чисто чеченские тейпы. А говорят нелицеприятные вещи. Абашла модердич, ногчи би тейпнеш, да дуй. Цар هیچ بی آت دو دو سر تیپ نشه لیازن دات شهر لیازن دو سری Ага, суна цезак, сун бег мелду, сюеца, бал я гала соволчан, 90-х годах, олтана. Тига, от бал я духа лейбер, олтана. Цар Оште Кудер, Сюек Оштега, цар Оште Кудер. Единственная нация, олар социальная нация, гудуется царь нации, гору нацию я бошар. Единственная нация это ингуши, которые нет тейпов на буш по сегодняшний день. И дука дега царь хинс дул хондинон, а че ой нох штер диатер сани. Дух тысячин да дукат чос тер диатер. Шо хуну хук амду тейпа доч, туком доч, ам хулил дац бяган хинс те вот тейпи меккеле хлацер, короче, тейп совет хлацер, короче, шади вей дицен عام بنا اشين تنو بولش это цер цаа тейпа дат тейп хил qam хил диз qam царч тейп хулила дат шефа фамилии жи ял фамилии ше фамилии ат ари шума датериш вай нохчи ингушит бин короче ше бал хабеш буш Hoća vežili šuat vežili bu eta an havo proš ha ikinci qastochena ekaç qastochena i bol beçxena şay gistxla çular xuza hint başlam vo proş hadis txil bochena ta vist tul şuat Tan o vaska mata edo пассивный юар групп эфир о пассивный ю тунчул диктит хуш кедек хербо чва бист цholta вистрел вишелчана та висцол ата напряженка олчана шай вистрела чхул
Так, все. Итак, друзья, всем опять же доброго вечера. Мы на связи. Сегодня, алейкум ассалам, у нас вечер эфиров. Как я обещал вам вчера, что у нас сегодня будет эфир. Вот, правда, немножко мы сегодня задержались, так назовем это, технические небольшие проблемы были, но мы на связи, у нас идет эфир, в Телеграме идет, в Инстаграме идет. Так что, если у вас есть вопросы, задавайте. Это намного проще того, чтобы потом уйти и где-то там говорить, что, мол, якобы мы не ответили на вопросы, что вы хотели задать вопросы, и никто не задает их, чтобы этого не было. Вот. Валикум салам. Und çare 5 baba وين تحكي سون خاطر دكو خانيز او شو مسيت سغو اتياسق تعيس بالشوات شين خو قال دك دي تبتك دي ويج او انا اتومن جو سلابو دخوي اتومن главным ударом войну как диште бартхлар бартхлар Имду. Бартик дي бартхлар сахлар Угар üyeştege, угар ve yakıt diyeştege. Так, сел она, что отъехал. Так, вчера, вот здесь, кажется, я завернул уголочек. Валикум ассалам. Если у вас нету сейчас вопросов, этимологию названия дзурдзуки мы можем зачитать, если вы хотите, или же вы хотите задавать вопросы, я буду отвечать на них. Дайте. Так. Так. У нас есть по этимологии название дзурдзуки, параграф, так сказать, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, такие хвилин. Суншухаттар шанжуапталар. Уқаех тем наш хилчад аюшчан авайчан чо цадиези хум. Не любят, когда зачитывают, поэтому хотелось бы ответить на ваши вопросы, если у вас они есть, то, что вы пишете в директе, намного проще их задавать в эфире, я бы вам рассказал тогда, показывая или книги, показывая всю информацию, та, которая у нас есть. Ну, если у вас нет желания, так сказать, хотя уже, в принципе, и 12 час, завтра у нас выходной, что я заметил в последнее время тенденцию, хочу и в позитивные моменты нам тоже нужно отмечать, кумыкский канал, по крайней мере 1 или 2 канала, которые публиковали и карты, и про культурные ценности, оспаривая с некоторыми кавказскими народами. Мне очень сильно понравился последний пост, где они нарисовали карту. Я сразу это заметил, хотел сделать опровержение, собрался сделать скрин, но вижу снизу описание. И что мне понравилось, я хочу сказать, у благородства у кого есть, оно есть. И тут абсолютно
мне никто ничего не платил, никто ничего не говорил. Что мне понравилось, то, что сделали этот кумыкский блогер. Он четко написал на этой Что мне понравилось, то, что он написал не кумыкские земли, но там проживают кумыки. И это очень, очень важно и очень нужно. То есть мы не против, что показывают, что на территории Чечни проживают кумыки. Мы не против, что тут проживают там другие национальности, да, 100, 200, 300 лет, сколько бы они здесь не проживали. Но когда так пишет блогер, осознавая полностью, что это земли чеченцев, и на них проживают кумыки, это наоборот только укрепляет и показывает достоинство этих людей. И вот такие моменты я тоже и вам и говорил, и хочу отметить. Если бы там было бы только написано там негатив, мы берем, а позитивное мы не берем, такого нет. И самое важное, он четко говорит, эти земли не принадлежат кумыкам. Это не земли кумыков, а здесь непосредственно на этой территории проживают кумыки Алязин. И это очень интересно и очень важно указать, что есть такие блогеры, историки, исследующие разницу, чем отличается, какая наша шапка и так далее и тому подобное. Он говорит, я был неправ, здесь как бы нету никаких проблем. Да, я беру свои слова обратно, я неправильно истолковал, и эта шапка на самом деле чеченская. Поэтому мы это очень важно и нужно понимать и знать людям, что вот такие моменты мы тоже отмечаем. И это достойная, так сказать, сторона представителей кумыкского народа. Вот так вот. Что касается про тейпы, вот сейчас Ибраим прислал мне вопрос. На этот вопрос я ответить сейчас не готов, потому что над этим вопросом я работаю. Это не такой, как говорится, простой момент, который есть такие большие тейпы, будь то Дышни, будь то там Чертвай, Бенвай, другие остальные большие тейпы. Вот и эти тейпы, с ними понятное дело, насколько и как хорошо они известны, и с ними проще вам рассказать. Вот, допустим, вчера мы зачитывали моменты из книги про дзурдзуков, и там огромный кластер информации про Чертвай. Вполне возможно, что многие Чертвай даже и не догадываются, что есть такая информация именно про Чертвай, черталинцев, чартали. То есть все знают примерно, что гора, местность Грузии есть, но вот именно расписано, как к кому их относят, имеется в виду. Сразу поясню людям, это чеченский тейп. Они с тех пор и как были, есть и остаются чеченцами. Но это история этого тейпа, и это очень важно. Вот. Все по кускам, по частицам нам приходится. Жамирзаев Саламу тоже в своей книге указывает, что Дзурдзхуай это те же самые, без первой буквы, Зандхуай, Дзурдзхуай, что это одно и то же. Это и подтверждают грузинские ученые, которые непосредственно стали рецензентами его книги. Так что эти моменты очень важны. И я, честно сказать, мы многие вещи даже понятия не имеем. Я вам зачитывал, я вам говорил, в этой книге на самом деле одна из самых лучших книг, я не повторю, я не устану это повторять, книга Хасана Бакаева, которая называется «Чеченские этнонимы». И вот там, вы представьте просто-напросто, сколько пунктов, 15. Так. 15 глава «Чеченцы Дзурдзуки», 16 глава «Этимология названия Дзурдзуки, Дурдзуки», 17 глава «Дзурдзуки и Бунтурки»,
18 глава Сарматы и Дзурдзуки, 19 глава Дзурдзуки при Черноморье. Целых раз, два, три, четыре, пять тем больших, обширных, начиная с 108, заканчивая 140. 40 страниц написано про Дзурдзуки. 40 страниц. Это древняя история нашего народа. Потом идет кистинцы, чеченцы-кистинцы. Глава идет. Потом про шароевцев. Шарвай, Шарван, Шаруэль и Шарур. Потом идет название Арцах и Тейп Варандуай. То есть это очень, я не знаю, честно сказать, какие еще нужны книги, чтобы вам привести. Здесь работа люди 20, 30, 40 лет работают, и да, чтобы написать что-то важное и нужное, это очень, так сказать, нелегкий труд с древних времен и по настоящее время. Но, как говорится, мы будем надеяться, что многие люди осознают, что их нужно читать, нужно доводить эту информацию. Это, конечно, хорошо, мне это не проблема ее взять, прочитать и рассказать вам. Хамзата Нашфоевского и всех вот. А те, которые интересуются по Астроевским землям, по Астроевским, так сказать, землям, которые были отданы, понизил цену еще чуть-чуть на него. Эта книга, по сути, это золотой клад. И точно такой же золотой клад, это книга Хасана Бакаева, которая называется «Чеченские этнонимы». Вот. А те, которые интересуются по Астроевским землям, по Астроевским, так сказать, землям, которые были отданы в аренду, в дальнейшем так и остались люди там жить. Это тоже очень редкая книга. Это книга Яуза Ахмадова, как я вам говорил, «Народ и земля». Вроде бы неприметная книга, но здесь очень, как вы видите, отметки сделаны. Здесь очень много важного и нужного описано в этой книге. В какие села, где проживали астхоевцы, где проживали эхкы, были потом выселены или ушли, переселились, были взяты земли в аренду и так и остались. Сегодня люди, проживающие там, называют себя коренными жителями. Хотя в этой книге четко указывается, кто в то время спустился с гор и поселился там. Точно так же тот, кто там молится и божится, особенно это касается сюли, блогеров, нарнийских блогеров, которые говорили, что ваш Лаудаев там написал, ваш Лаудаев. Нет, во-первых, Лаудаев не был ни историком, ни этнографом, и разоблачение, так сказать, свой, так сказать, ответ Академии наук Чеченской Республики дала сказкам Лаудаеву, которая называется «Чеченское племя». Выпустила ее Академия наук Чеченской Республики, «Чеченское племя. Суждения и комментарии». Работа Умалата Лаудаева. Есть вот такие книги, которые каждый человек понемногу сегодня мы начинаем
эти книги нужны, они небольшие. Их можно буквально за день-два прочитать, полностью закончить. Но базу, которую она вам даст, она, так сказать, бесконечна, и вы можете ответить любым провокатором. Книга, которая говорил, допустим, о культуре полеводства чеченцев, ну, в основном, можно сказать, чеченцев и ингушей здесь написано. Есть книга Хасиева Сайда Амадуи. Вот, она культура полеводства чеченцев, ингушей, Сайда Амада книги. Это тоже очень интересно. Здесь в основном какие орудия труда использовали чеченцы в древности, так сказать, да. Это описывается тоже очень интересные и важные моменты. И жду Балдыгдича, я, честно сказать, хотел бы понять, что интересует, что важно. И каждый человек, который особенно пытается, ну вот, допустим, чтобы было понятно, есть некий, да, вчера он зашел сюда, притворялся, говорил, божился, там, вы знаете, никнейм с зеленым, Галгайче Альязина, он там пытается, берет какие-то старые ролики, закидывает и называет чеченские тейпы, там якобы не историков, не этнографов, не ученых даже, какие-то видеоматериалы берет, публикует и говорит там, были данниками, не данниками и так далее и тому подобное. Но он забывает, если бы я захотел бы ответить этому человеку, так сказать, симметрично, да, я бы взял бы просто две книги. Вот первая книга, написанная ингушами, вот вторая книга. Вот две книги. Вот в этих двух книгах, это книги, оба книги Мальсагова, ХСГ, он является ингушом, он является и на своей книге, все, тот, кто недоволен, можете обратиться ко мне, написал, да, свои книги. И там среди этих фамилий, которые есть все от А до Я. Это, как говорится, и научная работа, не то, что там где-то кто-то сел, там рассказывал на видео. Там есть и про монголов есть, и про кузнеца Колю есть, и про Грузию есть, и про Осетию есть, Дагестан есть, и про аварцев есть, про кумыков есть, про кабардинцев есть, про все есть там. Кто от кого, где живет, в каких селах живет. То есть я же и вчера говорил, и повторюсь еще раз, мы не отвечаем с провокациями на провокации. Просто-напросто, чтобы люди понимали, мы не отвечаем. А если бы не потому, что у нас нечем крыть или нечем ответить провокаторам. Нет, конечно же, есть. Ну, уайтажим молца кьетам хурбез, уайтажим молца уши. Цацвек хайх алгорш хурбез, цацвек дагайтез, шайхую хайтез. Допустим, вчера я вам зачитывал книгу, научное издание, которое было сделано в 1992 году. Описание в этой книге, научная конференция, где они выставили 15 тезисов. Это когда создавалась повторно новая республика Ингушетия, там все говорится о казачестве, ингуши-казаки. Кроме как, когда вопрос зашел о государственном гербе, вот в этот момент там не затрагивается, а в других местах написано все про казаков и ингушей. Все там место, хотя третье, ни одного слова ни про чеченцев там нету, ничего, даже ни в войнах и нету. Но самое интересное, что если мы говорим о том, что думают казаки, в том числе и о чеченцах, и об ингушах, мы можем прочитать Терское казачество Амельченко, мы можем прочитать и Ткачева, какое у него было отношение к чеченскому народу, ингушскому народу.
каковыми они их считают и кем они считают. Вот. Поэтому все эти книги, все, что мы набираем. Вчера во время эфира в Инстаграме мы отключили, вы знаете, после 2 часа после того, как провели прямой эфир, мы перешли на Телеграм-канал вчера. Но поскольку у нас оно длилось до утреннего намаза, это плюс 3 часа, то есть 5 часов, я понимаю, прямой эфир в Ютубе, чтобы найти то, что мы говорили, вам не было интересно. Но мы взяли вот такую книгу. Вот эта книга, она великолепная книга. Это книга Алироева и Маргашвили. Это великолепная книга, которая называется «Кистины». Многие видели эту книгу, многие ее недооценивают, но она очень интересная и очень важная. И вы можете сказать, а вот Кистины это там... Грубо говоря, это про Панкийское ущелье, наверное, если уже надежду духа больше нет, уважаемые друзья. Кистинцами называли всех, в том числе большими кистинцами называли Мелхи, Майстой, Дишни, Хачрой и Экки. Там про все эти тейпы, как многие из них переселились, как переехали в Грузию. Как в разные времена. Вот многие говорили, что в 1791 последний черту по Панкийскому ущелью. Ну, официальные данные говорили, что с Тианети они переселились в 1823. В 1809 году есть высказывания, да, некоторых грузинных ученых нет. В работах самих же грузин и книги Алироева и Маргашвили четко указывается, что есть семьи, которые переселились туда еще в 1750 году. То есть это вторая половина 18 века. Там очень много интересного. Эту книгу, хотя она состоит из 470 страниц, там различные тейпы, Пешхуай, Нашхуай, все горные, которые считаются большими кистинцами, к которым относятся весь Итумкалинский район, частично Шаройский район, Галанчорский район. И все про них, и про кистинцев. Но в этой книге вы должны понимать, есть там небольшая проблема. Проблема заключается в том, что до сих пор и панкийские чеченцы считают и ингушей, и чеченцев войнахами. Они называют войнахи, чтобы вот не сказать чеченцы и ингуши, но уже есть просвет, где они чеченцев отдельно записаны. По тейпам можно понять, по фамилиям можно понять, а где есть отдельно и ингуши. Поэтому это очень интересная книга, очень я ее зачитывал. 20 семей, 18 семей, там, кто переехал в Тушетию, кто переехал в Панкийское ущелье, кто среди хивсуров поселился, кто среди пшавов поселился. Это реально очень крутая, очень интересная книга. То есть я сейчас не рекламирую книги, я вам хочу вас довести до вас то, что называется... если вы что-то вот заходит, говорит, мелких ляцадица, майстух ляцадица, кечерх ляцадица. Вот для этих людей вот эти книги, такая как чеченские этногенез, там, Хасана Бакаева, кистинцы Маргашвили, Алироева и так далее и тому подобное. Если вы хотите там более про терских, натеричных чеченцев, там книга «Терское казачество». Если вы хотите про национальных героев и про что-то там еще периода 90-х годов, Далхана Хажаева, чеченцы в Кавказской войне, вот эти все моменты, они есть. И в редкости небольшие, вот допустим, чтобы вам показать, очень редкие книги, фактически, которые достать невозможно, но есть те, которые хотят все узнать про ингушские тейпы, что они сами о себе пишут. Это вот эти две книги Мальсагова, это старая версия, она 2004 года, и вот новая версия 2024 года, вот две книги. Здесь все плюсы, минусы, слабости и все про эти тейпы, допустим. Если кто-то там оскорбляет вас и говорит, ваши же говорят, ваши же пишут, аргументированно, ответ научно вот в этих книгах примерно, да, поясняю. Про культуру, если тут бывают те, которые занимались в древности, какие у нас были орудия труда и все остальное, вы можете найти Сайда Амуна Хасиева.
А остальное, вот мне пришлось купить две книги, да, «Античные путешествия Черкесии», «Путешествия вокруг Кавказа» и «Античные источники Северного Кавказа». Вот две книги. Вот две книги. Это куплено, опять же, на ваши донаты, которые вы поддержали наш канал при поддержке. И вот здесь целых в этих книгах можно найти 2-3, иногда страницу, иногда полстраницы, иногда там 4 или 5 строчек буквально, касаемо чеченской истории. Это описание, там, допустим, общей кавказской истории, это западная кавказская история. И, само собой, греческая история. То есть, это черкесы. В основном, это уже работы черкесских историков и описания. Вот, возьмем, допустим, в целой книге, здесь есть 1-2 страницы, описание поездок по Западному Кавказу, 1836 год. Я вам показывал Эдмунд Спенсер. Вот такая вот книга. И здесь тоже есть указано. Потом, точно так же, Джеймс Белл. Мы взяли вот такую книгу. Дневники пребывания в Черкесии, но они непосредственно касаются моментов по шейху Мансуру. И великий знак, как вы знаете, наши соседи любят очень Клопрота, и есть Клопрот, описание поездок по Кавказу и Грузию 1807-1806 год. Все эти книги, как вы знаете, все они, мы их покупаем, чтобы оттуда взять 2, 3, 4, может быть, сделать пост, опубликовать, чтобы довести до вас, чтобы вы ознакомились с этими моментами истории, чтобы завтра кто-либо не говорил о том, что мы что-то от себя взяли, что мы что-то от себя сочиняем, этого нет. Сейчас активно начали подключаться наши братья Нохчи из Европы, меня это очень сильно радует, особенно по ролику, где о том, что имам Шамиль был ранее пленен, что он ранее был пленен, и после этого отпущено, и было У меня вопрос, откуда они взяли эту сказку? Байду начали рассказывать в 20 веке, в 19-20 веке начали раскручивать различные интриганы. Это было нужно, потому что очень многие и чеченцы, и кавказские народы радовались, знали историю, пользовались ею и говорили, что шейх Мансур является героем, является воином. И чтобы опорочить его в глазах своего же народа, опорочить в глазах тех же адыгов и некоторых там дагестанских народов, нужно было придумать вот эту байку о том, что шейх Мансур якобы является каким-то интриганом Жаном Батиста, что в Италии есть музей и так далее и тому подобное. Но вы знаете, что самое интересное? Я живу в 21 век, я живу в селении Бердыкель, и в нашем селе, особенно старшее поколение, знает фактически коренные односельчане, могут назвать каждый дом, откуда они приехали, когда приехали, кто у них за кем, откуда его жена, откуда они спустились и так далее и тому подобное. Для моего даже села. То есть они могут сказать, что мать у него была, если русская, если татарка, если немка. И все люди это знают. На данный период те, кто описывают жизнедеятельность шейха Мансура, все, что происходило, ни один путешественник, историк, никто не записывает, и нету ни одного доказательства, что Ушурма или шейх Мансур, первый имам Кавказа, был итальянцем. Нет никаких доказательств. Однако есть четко прослеживается дорога, откуда они переселились, что они из Тейпа, Эльстанджо и все остальное. И к тому же есть потомки, оставшиеся, некоторые говорят прямые, некоторые говорят родственников, потомки шейха Мансура, но не суть. Они есть до сих пор. И сегодня это можно просто-напросто, элементарно узнать, взяв ДНК
анализ, все станет на свои места. Ну, вы понимаете, что это то же самое, что есть некоторые люди, когда уже я помню, буквально года 2 тому назад, когда мы начали про нашего еще одного национального героя писать, про Гашмузукаева Зелимхана, Абрека Зелимхана, начали писать, появились люди, которые через определенное время начали заявлять, что якобы он не харачуевец, что он кабардинец, что он черкес и так далее и тому подобное. Ладно, это мы оставили, начали потом. Ну, само собой, это ложь и ерунда. Зелимхан Харачуевский относится к древнему чеченскому тейпу Харачу, а Харачу это 100% из Нохчибу, как и Эльстанчу и Шейх Масу. Потом мы начали говорить про Байсангура. А потом начали какие-то сюли, которые там начали говорить, что он из рода Хуняны. То он андийцы, говорили, что он из андийцев. То начали говорить, что сюли, что якобы Байсангур Биноевский сюли. Ну, потом у Байсангура Биноевского было очень много братьев. 9 братьев было. Они поехали, тем людям, кто распространял эти сплетни, сразу же выехали на место. Приехали, сказали, какой они... Простите, мы хотели сказать, что с вами у нас родственные, дружеские, хорошие отношения. Они очень, простите, мы не так выразились, и вот так все закончилось. Байсангур Биноевский является чистокровным, исконным чеченцем. Тоже, но что его не было, они не признавали его. А как появился Байсангур Биноевский, оказался... Вот так оказался, то начали его оспаривать. Зелимхана оспаривают, Байсангура Биноевского оспаривают, Шейх Мансура оспаривают, Ташухаджи оспаривают, Ачерхаджи оспаривают. Всех национальных героев, которые так или иначе стали известны или миру, или Кавказу, или России, их все себе пытаются приписать, дабы оскорбить чеченский народ, что у вас нету ни национальных героев, у вас своего ничего нету, у вас нету культуры, у вас нету народа, у вас нету языка. Все эти преамбулы, все это используется только для того, чтобы задеть самолюбие чеченцев, чтобы... И некоторые идиоты, кстати, верят в это. Верят в это некоторые идиоты. Начали говорить, что вот сейчас современные чеченские историки, чеченские этнографы начали говорить, что чеченцы это потомки Ноя, что они... Ну, что за дебилизм? Еще в 19 веке, когда была Кавказская война, указывается еще царскими... непосредственно царскими историками, военными. Чеченцы себя относят к потомкам Ноя. Мар, Дир, они называют нас ефидитами, то есть потомками, прямыми потомками Ноя. Я уже молчу про грузинов, я молчу про армян, которые указывают. Нет, они говорят, вот вы сейчас придумали, это ваша идея, вот это вот никогда не было, это было всегда. Просто от того, что вы, бараны, не изучаете, простите, я не ко всем говорю, не изучаете свою историю или верите каким-то балаболам, которые сидят там, поклоняются каменному изваянию, да, или говорят там что-то плохое на религию, ислам и всем остальным, это не делает вас умнее. Это, наоборот, показывает, что вы тупые. Тупость ваша заключается в том, что вы следуете за теми, которые сами не знают, чему поклоняются кому. Что же за мужество? Кавказ всегда ценился своими мужественными сынами, поступками, честью, гордостью, где человек всегда отвечал за свое слово, где показывал свое лицо, не менял, не подставлял, не делал, так сказать, никакой подлости. Всегда кавказцы ценились, достойные кавказцы всегда ценились этим. Во что превратились вы? Вы верите каким-то женоподобным, ЛГБТшным, извините меня за выражением, оно, которое уехало. Вчера после моего выступления они начали ныть, говорить, вот он сюли, он предал Зелимхана Карачаевского, он такой, он сякой. Представьте, эти женоподобные, оно не смогли ничего ответить, пытаются оскорбить. Я сказал и еще раз говорю, эти ублюдки ничего не знают. А каково должно быть ваше положение, которые идете за ними или слушаете их?
Клянусь вам, если бы я сидел в эфире и рассказывал учение Аристотеля, Диогена, Сократа, да без разницы, кого угодно, люди бы сказали, вот он с ума сошел, вот он говорит там такие вещи, третье, десятое. Даже если бы я зачитывал древние мифы и легенды, вы бы пытались сразу меня оскорбить. А эти люди берут какие-то изъяны, берут какие-то от масонов, иллюминатов, называйте как хотите, рептилоидов, антиисламистов, атеистов, язычников, все их преамбулы, которые собирают и оскорбляют весь ислам, вы идете за ними. Я еще раз повторяюсь, я вам говорю, это оно, которое не имеет ни мужества, ничего. Мне абсолютно вот столько, что они там про меня говорят, то, что они там делают. Я сказал, и я говорю, вы не являетесь мужчинами, вы не являетесь кавказцами, и у вас нету ни ногчела, ни ногчи, ничего. Я это повторяюсь и говорю всегда. Я с вами даже не обсуждаю религию, а я оставлю с вами религию. В религии я знаю, что вы вообще на самом деле, то, что вы там какие-то берете Бухари, не Бухари, остальные хадисы там перековеркиваете, это он сказал, это со мной не прокатит, чуханы. Я вам говорю, я ваше языческое божество, домой. Я покажу, кто вы. Я покажу всю вашу грязь. Кому они поклонялись, как они сношались, то, что вы верите якобы, но вы даже представления не имеете, что оно такое, что за языческое божество, за которым вы идете. И как вы, люди 21 века, когда уже все основное свое доказано, показано, за какой-то кучкой маргиналов, которые, я, допустим, мне абсолютно, я в лицо этих людей не знаю, они мне ничего не сделали. Я конкретно давлю и говорю про то, что они говорят. Это пустышки. Пустышки, оскорбляющие пророка, Каабу, Коран, Всевышнего. Мне даже западло даже просто-напросто что-либо говорить. Даже с моим-то небольшим знанием о религии, теологии, ничего не стоит их размотать. Но идти на их площадку, слушать этих дармоедов маргинальных, которые сидят часами, пудрят мозги вашим детям в ТикТоке, вашим сестрам, матерям или взрослым мужчинам, которые за 50 лет, конечно, я скажу, лучше бы уж прочитали Сократа. Что еще вам сказать? Ладно, там я назвал и немецких философов. Это философия. В философии вы найдете много каких вещей. Но же вы же с этим не согласитесь. Ну, хотите уж так уж прямо стать приспешниками сатаны и дьявола? Да вы читайте, про Каббалу книги читайте. Займитесь там, не знаю. Называйте всех остальных гоями. Можете попробовать. Поэтому история вещь очень хорошая. Ее можно изучать, ее нужно изучать. Для чего мы изучаем историю? Для того, чтобы не совершать ошибки прошлого. Книги, интернет, конечно, дает много. Карты, документы дают много. Они дают, в принципе, общую картину. История это не такая наука, все-таки это гуманитарная наука. В ней нельзя говорить, что это как естественная наука, что это все является достоверным 100%. Нет, конечно же. Но история показывает ошибки, очень большие ошибки прошлого. Людей, их приспешников. Что стоит ожидать в дальнейшем? Людей, которые в дальнейшем будут вас призывать к каким-либо действиям, называя это демократией, называя это теократическим исламским государством и так далее и тому подобное.
тот, кто возглавлял, откуда все пришло, откуда пришла эта болезнь, которая там называлась ваххабизм или и так далее и тому подобное. Все это показывает история. Изучив ее, вы можете осознать и понять то, что многие люди и ваши дети, и вы никогда не поведетесь на авантюре таких людей. У меня нету неприятного, так сказать, нету неприятного у меня нету неприятного отношения или негативного отношения к Шамилю. Мне Шамиль интересен, я на Шамиля не молюсь. Он мне интересен как историческая личность. И мне много раз спрашивали с 18 года, кто для тебя Шамиль и так далее. Шамиль для меня не герой, Шамиль для меня не устаз, не олия, не святой и так далее. Не потому, что я лучше Шамиля, нет. Я человек, который исследует историю, занимается исследованиями по истории. Мне он важен как историческая личность. Что же он сделал? Оскорблять я этого человека не буду по одной простой причине, что кроме того, как было дано интервью после его отсутствия на Кавказе, в Калуге, кажется, он дал интервью, как было и то, нужно еще знать, это достоверно, говорил ли он, как можно покорить чеченцев. Кроме этого интервью, я не видел ни одного оскорбительного слова с уст имама Шамиля в адрес чеченского народа. Я не видел его. То, что касается Аль-Карахи, Аль-Карахи был личным писарем его, это в основном там есть его мнение. Вопрос, а правда, что чеченцы убили какого-то персидского не царя, принца убили в лесах Ичкерии? Об этом публикация есть у меня на странице, сейчас я сразу и не вспомню. Есть такая информация, смертник. Вот. И кто бы что ни говорил, мы видим, особенно западная Чечня. Вот я сегодня как раз таки работал по имаму Шамилю, по некоторым документам Шамиля. Видел интервью и Данаго, и остальных тоже того периода еще. Сейчас он более начал так либерально, средне относиться. Оказывается, предок Данаго был одним из наибов имама Шамиля. И так он отчаянно всегда, я думал, что же он так, кроме того, что он сам аварец ищет. А у Данаго про какой-то отец, прямо его так и зовут, Данаго, был наибом имама Шамиля. Но не в этом речь сейчас. Я искал моменты по истории, и вы знаете, почему западные чеченцы, именно западная Малая Чечня, больше ненавидят имама Шамиля. И не только западные, но и южные чеченцы тоже. Это те, которые живут приграничные с Грузией. И шаройцы, хотя Шаройский район, в принципе, относился, и они, большие надежды были у наибов имама Шамиля, аварского происхождения, к шаройцам. Но история показывает немножко другие картины, особенно когда было Чунтийское восстание против наибов имама Шамиля, когда они убежали, когда их начали убивать, убежали в Шарой, хотели вместе с шаройцами вместе подавить и Тумкалинское восстание, чантийцев и так далее и тому подобное. Но вместо этого шаройцы объединились, наоборот, с чантийцами и вместе прогнали наибов, так скажем, соседнего региона. Но что я хочу сказать, почему? Вот в этой же книге Кистинцы четко описывается, где 20 или 30 человек живьем были загнаны и сожжены в башенном комплексе в Шарое. Были сожжены шаройцы за то, что они сделали баят имаму Шамилю. Есть и такие моменты. Описание Аль-Карахи, это его, все-таки его взгляд, не описание самого личного имама Шамиля, я не могу сказать. Но даже там, в книге Аль-Карахи,
нельзя сказать, что прямо там негатив один сплошной идет про чеченцев. Это тоже не так. Поэтому я не сильно оскорбляю имама Шамиля, имеется в виду, не оскорбляю имама Шамиля. А почему западные и южные чеченцы не любили? Ну, на то есть, как говорится, хотя его выбрали имамом Чечни и Дагестана именно фактически. Нет, его выбрали в Малой Чечне. Он стал имамом Чечни и Дагестана в Малой Чечне в Урус-Мартане 8 марта 1840, кажется, если не ошибаюсь, или 1839 он пришел, 40-го он стал. 8 марта он стал имамом Чечни и Дагестана в Малой Чечне. Ну, такова была участь, вот как раз сегодня документы, когда я изучал, отношение наибов имама Шамиля к малочеченцам, так сказать, да, было очень такое, знаете, в основном в этих сражениях, когда происходили битвы в Малой Чечне, в любой момент, и они не жертвовали, говорят, и порой сами это описались царскими войсками друг против друга. И терпеть чеченцы из Малой Чечни не стали и отказались от него. Потихоньку, последние от него отказались уже наибы Большой Чечни, но первые отказались из Малой Чечни. И вы знаете, нету никакой, я понимаю, этот красный горшок и сюли, и некоторые норницы из наших соседей из Запада преподносят, а вот вы чеченцы сдали имама Шамиля и так далее и тому подобное начинают. Ну, во-первых, не вам говорить об этом, вообще не вам. Вы-то там вообще не участвовали. А если участвовали, вас было столько, сколько у лягушки хвост. Вот. А во-вторых, там были какие-то внутренние свои проблемы. Не какие-то, а конкретные внутренние проблемы. Малочеченцев никогда не устраивало то, что могли поставить над ними наиба, управляющего, хоть и мусульманина, но поставить его инородного, то есть иноземца. А насколько я знаю, был Магомед Ахверды, кажется, был наибом Малой Чечни, а он, как вы знаете, был... Некоторые говорят, что он был армяном, принявший ислам. Некоторые говорят, но не суть. Некоторые говорят, что он был аварцем, записанным среди наибов как аварец. А это не устраивало. Вот это вечное некоторое презрение и ненависть все-таки всегда присутствовала. Но многие чеченцы Малой Чечни терпели ради Аллаха, ради религии, ради свободы Кавказа до поры до времени. И когда каждый раз они оказывались один на один с врагом и оставляли, только чеченцы сражались, и остальные уходили, эти моменты, конечно же... А это, кстати, описывается и царской администрацией документами, и описывается эта история. Это я не от себя ничего не говорю. Эти документы, конечно же, мы будем публиковать и доводить до вас. И эти моменты показывают, что как появилось негативное отношение по отношению и к Шамилю в дальнейшем. Многие этот момент не рассказывают, почему же от Шамиля начали отказываться чеченцы. В чем реальная причина. И мы, и исследователи, многие должны понимать, что вполне возможно, что высказывания, некоторые в дальнейшем высказывания имама Шамиля и тех, кто его подстрекал, о том, что следующим имамом после смерти имама Шамиля должен быть его сын, это сыграло одно из самых главных и важных тревожных звонков, которые послужило в дальнейшем отход от правления или отход от имамата Шамиля, если так правильно выразиться. Вот, от того, что они отошли и оставили имама. Ну и, конечно же, это не единственная проблема, это истощение, это все селения, буквально все селения, которые были на плоскостной территории, они сжигались минимум 3-4 раза. Сегодня ни одно из селений Малой Чечни, да и Большой Чечни, не может сказать, наше село всегда стояло здесь, и всегда оно было здесь, никогда не было сожжено и уничтожено. Ни одно село не может этим похвастаться. А некоторые села, такие как Герменчук, такие как Гихи, такие как Валерик, Шамиют
и так далее и тому подобное, и остальные селения, они были сжигались много раз. И время от времени передвигались чуть дальше, чуть ближе к реке, чуть ближе к лесу. Поэтому удивительного здесь ничего нету. Я имею в виду те села, которые имеют как более или менее 150 или 200 лет своей истории. Не современные села я имею в виду, а именно те, которые были во времена Кавказской войны. Что касается карты, я, конечно же, давайте сейчас отойдем от привычной нам ситуации. Давайте я постараюсь вам показать селения, которые на тот период, сейчас я достану карту, чтобы было понятно. Вот это самые дальние отсюда. Это Ахки-Юрт, Аршты, Бамут, Старый Очхой, Урус-Мартан, Новые Атаги, Шали, Ахкинборз и Сагунты. Вот эта карта. Это только южная часть, юго-восток, юго-запад. Чтобы было понятно, Ингушетия, вот по этой границе, вот так, вот сюда, вот по Фортанге, чтобы было понятно. Вот эта линия. Вот это Ингушетия, вот они селения. Вот самое густое селение, вот видите? Цори, Вици, Оси, Кочек, Ангеты, Молк, Цизды, Кирова, Гези, Мешхи, Бешт, Керах. Вот что было. Евла, Хайрх, Аса, Цели, Гапи, вот. Вот это все, что есть в Ингушетии. Вот эти все самые, которые они говорят, 1000 башенных. Вот оно. Больше никаких горных селений. Дальше вот здесь идет. И здесь небольшие селения. Здесь в основном Арства, Мялхи. Это идет вот здесь. Все, больше сел нету. Видно, да, на карте? И посмотрите, сколько этих селений в Чечне. Видно? Какое количество сел была горная Чечня. Их настолько много, просто усыпано. Чтобы было вам понятно, эта карта 1945 года, 41 года. Схематическая карта горной территории Чечено-Ингушетии, западная часть. Но я соединил ее здесь, западная и восточная, обе части. Вы посмотрите просто, какое количество чеченских селений. Самое последнее чеченское селение в 1941 году это Кишень-Аух, Гелины, Зандек, Симсир, Семень, Белгат-Ирс, Алхай-Отер, Лемикор. Вот видно, да? И Сагунты. Это последнее. Здесь самое последнее у нас находится Рикхуай, Терсин Эш, Мами Эйл, Тешки Эйл, Уезан Ам, Казиной, Чөл Азил, Макажой, Хам Ихрой, Тежал. Вот. Смотрим здесь. Вот здесь один из подписчиков просит показать ингушские. Вот они, ингушские селения. Видно? Джеред, Армхи, Обин, Бени, Мецхал, Горак, Кырых, Хули, Хамшко, Эрзи, Торшо, Белгено. Это я не знаю, что там. Шан. Вот. Салги, Солушпи. Это вода Бисар. Вот она.
Здесь это уже идут горы на границе, они не относятся к селам. Смотрим дальше ингушские. Карт, Кези, Тамга, Салшпи, Гапи, Цали, Кяхк, Хамхи, Эгикал, Бархаме, Герти, Таргим, Лежг, Ни, Юл, Хайрх, Пуй, Коми, Дулмяцубирк, Мешхи, Бешт, Керх, Керуэгези, Цизды, Ангити, Мохул, Коч, Ойсиг, Вити, Цори, Гези. Все. Здесь больше нету ничего. Спускаемся чуть дальше по реке. Как видим, да? Здесь Невиль, Бошгарт, Алос, Еренчи, Ушхурт. Дальше идем. Нижний Алкун. Дальше идем. Мужичи. Это вот здесь мужичи. Дальше идем. Галашки. Дальше идем. Ташкем. Акиюрт. Нальгиев юрт. Козьмулла. Здесь не видно. Вот. Смотрим здесь. Аршты. Футунчи. Бамут средний. Бамут нижний. Верхний на территории Чечни уже. Надых. Футунчи. Форт. Даттых. Бережки. Самангоч. Мергист. Даттых верхний, Даттых нижний, Галашки, Нижний Алкун. Все. Остальные здесь уже идут Чечня. Вот здесь уже чеченская территория. Хай Чечня, Дешкер Газуни Чечня, Герты Хавхаруай Чечня, Далких Чечня, Докух Чечня, Мужик Чечня, Чечелки Чечня. Дальше идем здесь. Ока. Мержуай Берм. Так, дальше. Лесхоз Чужичу, Нитхой, Старый Очхой, Янди, Шаужи, ну и так далее. Чай, Ершигарин, Вервац. Вы посмотрите, какое их количество. Просто-напросто. Дедухар. И такое количество сел. Все почти что из этих селений 90, не скажу, но процентов 50 всех этих, больше 50% всех этих селений уничтожено. В горной части этих сел нету. А это все горная часть. Вот эта карта. Я ее специально увеличил. Видно, да? Это только южная часть карты. Нижняя часть. Вот с Ингушетией вместе. Чтобы было понятно, я сделал две карты. И на одной карте я четко отметил, какова была территория. Какова территория ингушей. Мы подсчитывали селения. Все эти селения, когда я посчитал по этой границе, их 50 штук. 50-51. А вот все остальные. Скажите мне, как вот на этой клочке земли, горной части, даже горной части, может быть больше башенных комплексов, чем вот в этой Чечне? Еще раз, это до войны карта, 1945-41 год. Видно, да? Что? Ой, что Ахча, ой, что Эрндац. Нам поэтому нужны карты. Карты. И чем древнее карты, тем лучше. Вот такое огромное количество селений. Вот эти карты, они являются достоверно документально подтвержденной картой. Чтобы ее сделать, увеличить, нужно нанять человека, который очищает, который может в высоком качестве, чтобы вы могли прочесть, что там написано. Есть такие же карты
Семенова есть такие же карты. Надо еще больше. Но, как вы знаете, эта работа, она не дешевая. Сундайравается, я пахи где шел. Она осталась шкесбу. Но вай да сдаваться штат, вот я пахи что. Вот. Есть и книги, но в книгах карты, которые есть, чтобы их распечатать, они не тянут. Башлам, какая разница, нам только достанется 2 метра на постоянной основе. Чак. Разница большая, Чак. Нам это кому? Тебе и мне? Согласен. Техаюя, ногчевую, беждуя, вежрибуя, девежрибуя, тайпанахбуя, шмича абьешбу. Шейдеймахка абьешбуш. Я нехмахка абьешбуш. Хонхайт бауна сой. Тагана, Ингушетия, Дагестания, Ашбол, Духабол, Вайкомахбол, Наха. Даже шейхум, штельш нокома, да? Шейхум, нохчихум хаэца. Я приведу пример. Поехали чеченцы в Аух. Конная дивизия чеченская поехала в гости. Подняли флаг Чеченской Республики. Вызвали ЦП, РОВД, МВД Хасавюртовского, Новолакского района. Подняли панику, завели уголовные дела, административку на ребят, чеченцев, которые приняли туда представителей чеченцев за то, что они приехали со своим флагом Дагестана. Было? Было. Другое село, Псидах, Дюэлкюрт, которые исконно на этих землях живут 400 лет, когда еще там никого не было, со времен, когда эти земли были оккупированы Беком Черкасским, в Сунжинском, Псидахский район Ошахалила, Псидах, возьмем это, сделали растяжку на чеченском языке, нашмахкоевского диалекта. Подняли панику. Марх обалдуэль аль-язина алла. Почему здесь растяжка на чеченском языке? Я это помню. Я это публиковал. Почему написали на нашей территории? Раз случай. Второй случай. Когда ехали сейчас Адиль-Атар, Кадыр-Атар, селение Потоп был, вы знаете, в этом году. Поехали псидаховцы с чеченским, саудовским и ингушским флагом, подняли панику. Арбах без, чур арбах без, нохчубайра кунт эбна, это предатели, сепаратисты, болша, дюлкюрташна, это какой-то 10 тысяч человек. Нохчубайра эбна эл. Не сепаратистский, ничего. Не сказали, что саудовский флаг подняли, не сказали, что ингушский, а именно чеченский подняли. Какое они имеют право? Разве не так? Тогда мне скажи, чек, говорю, Ясин, про какие 2 метра говоришь? А, да, 2 метра, ты вспомнил. Хорошо, я тебе напомню. Во времена Юнусбека Евкурова, до того, как он ушел, он он дал землю под кладбище псидаховцам. 7 гектаров. 7 гектаров, да, примерно. Небольшой участок. Для 2 метра аитинел, чтобы людей хоронить. Чтобы людей хоронить, адуквахек. А знаешь, что произошло? Псидаховцы оградили это место, поставили ворота с аятом из Корана. Приехали ночью, болгаркой срезали ворота с аятами, бросили их в грязь, закрыли это место, подали в суд, отобрали участки для кэшмаш, который ты говоришь. А итинел шиметаш хаях, чтобы они не хоронили там. Ты мне про какие 2 метра сейчас рассказываешь? Поясни мне, в чем я не прав? Почему ты мне приходишь и говоришь, нам 7-2 метра достанется? Я знаю и без тебя, что и тебе, и мне 2 метра достанутся. Ну, вы говорите, да и шокка, аж, эзер шершка, аци, ану, шершиметр, бокшил, качет, гарч. Было ли аж ацаина, куза?
А ты говоришь, какая разница, нам всем 2 метра достанется. Я разве говорю про всех, что все виноваты в этом? Я говорю, люди, которые это сделали, виноваты в этом. Когда я что-то говорю, вы глухие, вы не хотите слушать. Вы видите меня некого рогатого националиста, понимаете? А мичаш, ворх ит эзер ашвал, дуэлкюрта ашвал, ногчиши, мичаш. Тига ашвал, вай вежри мелхиши, мичаш. Тига ашвал, эхки вежриши, мичаш. Тига ашвал, кьечер, мичаш. Аухя. 200 тысяч ног живут, 3000 участков, 1660 домов до сих пор не вернули. Со времен депортации не вернули эти дома. Теперь хамичхоа. Теперь кошнеш хадахан, теперь цада цальмети бол, дахват ваш ватсон, теперь почти милиции бол, хавиш ватсон, теперь цин ваш, теперь рицка, теперь кешнеш, теперь междикш, теперь хамичхоа. Ошма эттало ишиметр лат. وقتی شیمیت لات بی خوش داتا ترالش دینا حقیتی دعوی سعودیا Египет, любой метр хасхиш дعوи 2 метра мне хватает, аля вахай хавити хажа. Ты мне уже прости, вы каждый раз, когда говорите про эти 2 метра, я вашу логику не пойму. Что мечаю, что я, что даишь. شو دايش ما تعينا إيش مو أول حي دايما كخلات إيش تم عمو да бел ما بوهر موح وين солнца с таким, конечно, мышлением вами история не нужна. Бяхма Билыш. Знаете, люди, которые изучают историю, люди, которые знают проблему и приграничных районов, и Ауха, и Сунжинского, и части Малгобекского района бывшего, да и вообще этой всей темы, которая была, там речь не идет не только, не подумайте, 18-й год. Нет, это все идет намного раньше. С 1934 года это идет все. Когда нас объединили. Вот, с тех пор все это идет. Поэтому я немножко не понимаю вас. Вам тогда, это, знаете как, вот есть футбол. Есть люди, которые болеют за Португалию, там, за Бразилию, да, там, 3-е, 10-е. Не, я не болею ни за кого, я болею за сам смысл слова футбол. Я не болею ни за кого. Мне какая разница, мне главное футбол. Футбол бывает разный. Бывает бразильский, бывает португальский, бывает испанский, бывает немецкий. Я любитель немецкого футбола, хладнокровного, жестокого порой. И очень результативного. Кто-то любит французский, и кто-то испанский, португальский. Тут каждого дело свое. Я люблю свою родину. Ты можешь любить, там, я не знаю, Америку, там, может быть, там, не знаю, Англию любишь. Поэтому Башлам, Сунжинский, Малгобек, это не от меня зависит. Сунжинский, Малгобекский район, заключен договор, подписаны документы. Это политическое решение должно принять на высшем уровне. Это меня не касается. Если бы ты спросил бы историю об этих районах, я бы тебе рассказал. А так политические решения я не принимаю. Я не сведущ в этих вопросах, и это должны принимать или федеральный центр, или региональные власти. Ни к тем, ни к другим я не отношусь. То есть я не уполномочен говорить об этих вещах, и я откуда знаю. Предположение – это самый большой, один из самых больших ошибок. Иштванюк абарта боч, ца референдум елурят, цаума югаяр зурят, потому что даже вайца долат не штадалач, нахуй хуахуши. Какая разница, 2 метра бушаш. Так что вот так. Ищ ситуацию. Так что, если что, пишите в директ. Если кому нужны книги, обращайтесь, делайте перевод, потом можете забрать в городе Грозном. Война осто, дайвахки архаил, далхан хажаю, кинчики ушун. Кинчик шушун шен, есть что заказать, есть что, кинчик шушун, особенно ночи истории. Башлам окончательно.
надоели дамацы. Да, башлам окончательно надоел маять иш. Окончательно надоел юдерс. Заключение соглашения уже есть. По крайней мере, по Ингушетии есть. Но если они снова и снова будут этот вопрос поднимать, глава Чеченской Республики сказал, что у нас есть все основания, все документы. Если они не прекратят заниматься провокациями, что вы доиграетесь, что мы будем заниматься тем, чтобы уже забрать эти селения. Дарк, по крайней мере, еще года. Так, 6 тому назад. Поэтому вот так вот. И стал душом. Друзья, есть вопросы? Я смотрю, сегодня очень пассивные, суббота, хотя должны быть более активные. Я не вижу вопросов. Я так понимаю, посты делать намного для вас это важнее, вам больше нравится по ходу и ситуации. Мы не будем зря тратить наш трафик, тратить наши деньги. Других вопросов я не вижу. В Телеграме тоже сегодня. Я думал, Инстаграм отключить и Телеграм продолжить, но в Телеграме тоже сегодня. Поэтому, наверное, я тогда с вами историческую призму. Но от того, что ты поднимаешь эту тему, мне кажется, ты не переубедишь своих оппонентов, что это чеченская земля. Ты не убедишь, что это чеченская земля. Я своих оппонентов не пытаюсь переубедить, нисколько. Я пытаюсь убедить свой народ. Я пытаюсь довести до своего народа и проинформировать его, чтобы они знали. Чтобы знали они правду. Что не все так, что между нами специально разжигаются вот эти местный сепаратизм, что стравливают одни тейпы на других. Все это делается специально. Я только это говорю. Я обучаю, я рассказываю своему народу. Что там думают другие, меня это не волнует. Я готов с ними дискуссировать, я готов с ними вести дискуссию, культурную дискуссию, но, как вы видите, таких людей мы не видим. Безликими, там, с какими-то никнеймами невидными, вести там с кем-то болтологию, не зная, что, кто оно, какой нации оно, я не буду. Ну, честно вам скажу, поверьте мне, материалов у меня предостаточно. Любой, кто хотя бы просто пиркнет кто-нибудь, пискнет в адрес чеченского народа, я могу симметрично ответить. Только фактами историческими. Поэтому я воздерживаюсь, веду нормальную дискуссию, веду достойно общение со всеми. Поэтому, уважаемые друзья, я не пытаюсь кого-либо оскорбить, я не пытаюсь кого-либо задеть, я на этом не зарабатываю. Есть возможность, есть, нету возможности, ну, что тут поделаешь? Что есть, то есть. Проблемы есть проблемы. Удивляется. Да, я зачем удивляться. Мое дело проинформировать, а там решение каждый принимает. Вот. Мы ведем дискуссии и с лезгинами, и с адыгами, и со всеми, и осетинами, и русскими. Все, кто хочет прийти, приходите, общайтесь, разговаривать, доказывать. Вот и все. Я никого не пытаюсь тем самым задеть, унизить, принизить, показать выше себя. Нет. Из всего этого, извините за выражение, дерьма, где грязи, которая льется на наш народ, почему я не могу как блогер, называть это блогерством, называть исследователем, почему я не могу закидывать что-то позитивное и полезное о нашем народе?
У вас есть бьюти-блогеры, баба-блогеры, косметологи, парфюмеры. Вы же все на них подписаны. Поэтому это вы слушать любите, спортсменов вы смотреть любите, все смотреть любите. К сожалению, история достается только тем людям, которые уже за 40-50 лет почему-то они больше интересуются, они думают о прошлом, о будущем и о прошлом. Молодые какие-то моменты понахватались. Слышу звон, не знаю, где он. Малообразованные, ничего не знают. Имеется в виду в области истории, своей культуры, традиций, башен и так далее и тому подобное. Это бич нашего народа. Ну да ладно. Все, что от нас зависит, мы будем стараться. Надеюсь, мы найдем хорошего спонсора, который будет нам помогать, если будет помогать. Если нет, nic хочу, иду, nic больше надо, иду. Какие основные книги по истории ты советуешь прочитать и ознакомиться, чтобы знать историю для молодежи? Чеченские этнонимы Хасана Бакаева, также книга Гурама Гумбы, которая называется «Нахчи и вопросы этнокультурной истории. Первое тысячелетие до нашей эры». Это Гурам Гумба. Это кистинцы Маргашвили и Алироева. Это Саламу Джамирзаев. Это «В поисках национальной идентичности» Умхаев Хамзат. Это «Народ и земля. Горная Чечня. Начало 20 века» в трудах современников Яуз Ахмадов. Это «Мифы и предания чеченского народа». Это адаты. Есть Онхалла Лечи Ильясова с адатами чеченскими. И есть адаты Кистин Хасу Хангашвили. Вот эти книги рекомендую. Те, которые хотят знать историю, имеется в виду, если вот так кратко пробежаться. Их книг очень много. Что бы еще можно было бы сказать? Тени вечности Лечи Ильясова, петроглифы Лечи Ильясова тоже рекомендую. Хотя я не знаком с, если что, не думайте, там Лечи Ильясов мне не родственник. А также Асхабов Муса, кажется, «Чеченское оружие». Великолепная книга. Работы и монографии Хизриева Хаджи Ахмедовича, особенно аланский период, это одно из лучших аланистов Чеченской Республики. Хорошая работа у него. Есть какие-то моменты хорошие и у Асланбека Имрановича Хазбулатова, там у него работы по началу гражданской войны. Далхан Хажаев, обязательно Далхана Хажаева. Ну и, конечно же, великолепный Илья Сигаури. Эти книги очень дорогие, Сигаури дорогие, Далхан Хажаев сейчас чуть подешевел, он стоил 30, теперь кто-то сделал пиратские по ходу копии, но сейчас там они есть по 15, есть по 10 тысяч. Ну нормально, не 15, чувство 10 тысяч вообще уже. Они хорошие. То, что мне нравится, которые я могу доверять. Чеченские истанги, Елдарыма книга есть про чеченские истанги. Про башни, каталог культурного наследия чеченского, сделанный во времена еще, когда министром культуры был Даев в Хошбауде. Это очень редкая книга, почти ее ни у кого нету, там все башни чеченские. Блин, я если начну говорить, я не смогу остановиться, Израиль. Сигаури вообще дорогие, они редкие. Сейчас книги вообще не дешевое удовольствие ваше. Почему они дорогие? Дешевых книг нету. Я видел книгу Халида Ашаева, если я не ошибаюсь. Брестская крепость, кажется, она называлась. Она стоила 35 тысяч. Она была настолько старой.
настолько уже пожелтевшей, из-за того, что она редкая, она продавалась по 35 тысяч. Далхан Хаджаев, он уже мертвый, авторское право за ним. Само собой, никто не имел права публиковать, но все знают, что во времена Ичкерии документы были другие немножко, то есть их и было больше. Но его нет, его книга редкость, ее вообще не было, она стоила 30 тысяч, в некоторых местах 35 тысяч. И сейчас кто-то пиратские записи сделал, и появились уже по 10 тысяч, по 15 тысяч. Но оригиналы, они стоили 20 тысяч приблизительно. 15-20 тысяч оригинал. Это были редкие книги. Гурам Гумба тоже очень, не так уж много, но достать можно книги Гурама Гумба. Хасана Бакаева, когда они вышли, они стоили 1500, 1000, я не знаю сейчас, сколько они стоят. Ну, они были доступны у Хасана, хотя я Хасана книгу бы... Но Сигаури книга 42 стоила в джамбоксе. Ну, и сколько я знаю, по дешевке его можно достать где-то в пределах 27 тысяч. Вот. Есть редкие книги и так далее и тому подобное. Вала, белаца, он сушняк, видишь? И что он должен, уже. Вот так вот. Про карты и не спрашивайте, они вообще дорогие. Про книги, если говорить, я могу говорить часами просто-напросто про каждую книгу, что в нем хорошего, где она, где что написано и так далее и тому подобное. Но каждый специализируется. Он спросил для подрастающего поколения, я сказал, вот, кто должен знать, что должен читать, я вам рассказал. Итак, друзья, огромная благодарность вам всем. За сегодняшний эфир, то, что меня слушали. Вайгала библиотека юиш, вайгала библиотека юиш солнцахаун. Я не могу сказать. Хилмегон. Частично должны быть, по крайней мере, но не все. Хиламегон. Итак, друзья, на сегодня мы эфир заканчиваем. Если будут какие-то вопросы, пишите в директ, пишите в Инстаграм, пишите в Телеграм, в Трендс, везде мы есть, везде мы читаем ваши сообщения, отвечаем на них, иногда чуть с задержкой, Цундербях мобил, связи аду, все будем делать, искать, работать над нашей историей, культурой, традицией. Всем вам огромная благодарность, что были сегодня со мной. Огромная благодарность вам за тех, я не знаю, вполне возможно, здесь сегодня я видел 2 человека задонатили. Им огромная благодарность за то, что поддержали наш эфир. Вот. За то, что помогаете. На ваши донаты мы покупаем карты, книги, все важное, нужное. Шунмасан Дерес Хил дал эту боль. Шуц ваш башлам. Не забудьте подписаться, пригласить новых наших подписчиков. Активно подписывайтесь на наши каналы в YouTube, Инстаграме, на Телеграме, ВКонтакте, в Твиттере, ну, Иксе, да. Трейдс, Рутуб, везде мы есть. Буду рад вас видеть. С вами был Башлам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Бюстейк алейкум.